Организационный комитет Олимпийских игр в Токио открыл прием заявок на возврат денег за купленные билеты. Заявления будут приниматься до 30 ноября. На официальном сайте организации размещены подробные инструкции о том, как получить средства назад, все необходимые формы для заполнения и другие материалы. Оргкомитет отмечает, что если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, то будет организована еще одна фаза возврата денег. Сообщается, что к настоящему времени было продано более 4 миллионов билетов. Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на лето 2021 года. Чемпионат мира по спортивной борьбе отменен. Вместо него будет проведен индивидуальный Кубок мира. Такое решение в ходе онлайн-заседания принял Объединенный мир борьбы. Причиной смены формата послужил отказ ряда стран от участия в турнире из-за усложнения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Отмечается, что сроки и место проведения соревнований остаются прежними. Кубок мира пройдет в Белграде с 12 по 20 декабря. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4-3. В составе красно-белых дубль оформил Мартин Бакаш. По одной шайбе забросили Сергей Широков и Артем Сериков. У хозяев льда отличились Николай Голдобин, Максим Мамин и Антон Слепышов. Спартаковцы занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка. Армейцы по-прежнему идут на первой строке, имея в активе 37 пунктов. В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с подольским «Витязем», а ЦСКА на своей площадке примет уфимский «Салават Юлаев». Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин стали победителями 4-го этапа Кубка России по фигурному катанию в танцах на льду. Соревнования проходят в Казани. В сумме за 2 танца пара получила 199,56 балла. Второе место заняли Светлана Лизунова и Александр Вахнов. У них 165,71 балла. Третьими стали Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко, у которых 146,42 балла. Среди спортивных пар по итогам короткой программы лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За свой прокат они получили 79,66 балла. Вторыми идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третье место занимают Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Произвольную программу пары представят сегодня. Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне в составе сборной России стали обладателями серебряных наград чемпионата мира по стоклеточным шашкам. Турнир прошел в Анталье. Как сообщает «Спорт Якутии», в блице среди женщин по итогам состязаний по круговой системе в 15 туров второе место заняла якутский гроссмейстер Матрена Наговицына. Среди мужчин в дисциплине рапид серебряным призером стал Николай Гермогенов. Отмечается, что якутянин уступил победителю в лице Юрия Аникеева по дополнительным показателям. Якутянка Татьяна Замятина завоевала 3 медали на всероссийских соревнованиях по дартсу. В Ижевске после длительной остановки соревнований из-за пандемии коронавируса состоялись сразу 3 старта. Это чемпионат и кубок страны, а также всероссийский турнир, участниками которых стали более 170 человек. Сборная республики на этих стартах была представлена 7 спортсменами. Лучшего результата добилась Татьяна Замятина. Якутянка завоевала бронзовые награды в личном первенстве, выступая во всероссийском турнире и Кубке России. Также в ее активе серебряная награда Кубка Надежды. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!